الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Альхамдулиллах, хвала Аллаху Субханаху ва Тааля за Его несметные блага, которыми Он одарил своих рабов и продолжает оказывать свою помощь и свою милость своим праведным рабам. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он сделал эти наши уроки, лекции полезными знаниями, которыми каждый из нас будет, иншаллах, руководствоваться в этом мире, и руководство которыми принесет ему пользу как в этой жизни, так и в ахирате, иншаллах. На прошлом уроке начали с вами толкование суры Лукман. Взяли 3 аята. Бисмиллахи ар-Рахмани ар-Рахим. Алиф лам мим. Тилька аятул китабил хаким. Худа ва рахматан лил мухсинин. Алиф лам мим — это есть аяты книги мудрой, обладающей мудростью, переполненной мудростью, и хукм, переполненный положениями, религиозными, шариатскими положениями, постановлениями о дозволенном и запретном. Худа ва рахматан лил мухсинин, и она является руководством и милостью для мухсинин, для творящих ихсан, добро. И далее продолжим с этого места. 4 аят. Аллах Субханаху ва Тааля сказал, что эта книга является руководством и милостью для мухсинин, творящих добро, благочестивых. И далее описывает их, дает их, перечисляет их качества, разъясняет, кто же они такие, эти люди мухсинин. Аллах приводит 3 качества в аяте. «Аллазина юқимуна ас-салата ва ю'туна аз-заката ва хум бил ахирати хум юқинун». Это те, которые юқимуна ас-саля, совершают, выстаивают молитву ас-саля. И ю'туна аз-зака, выплачивают закат, обязательную милостыню, садака. Вахум, и они биль ахирати, в последнюю жизнь, юқинун, убеждены. Выстаивают намаз, выплачивают закат и убеждены в последней жизни. 3 качества, которыми Аллах Субханаху ва Тааля определил мухсинин, творящих добро, благочестивых. Юқимуна ас-саля, выстаивают молитву, совершают молитву. Под словами выстаивают, совершают, заметьте, в арабском языке не применяется слово якраун, читают намаз, читают молитву, или уқилар дип килми гараб телендә, а приводится слово акама юқиму, торгызу, выстаивают, совершают. Ведь намаз — это не только о чтении внутри него молитв. Нет, это намаз, это полностью, комплекс, в который входит множество действий, как телесных, так и чтения. И самое важное — это деяние сердца внутри намаза. Намаз является поклонением, в котором задействовано все тело человека. Его внешние органы, так и его внутренняя часть, его кальб, его сердце. И когда Аллах Субханаху ва Тааля говорит, они совершают молитву, ученые говорят, то есть они выполняют ее, выстаивают ее наилучшим образом, совершая все обязательные части намаза, оставляя то, что портит этот намаз, и дополняют этот намаз
суннатами, мустахабат, желательными действиями, желательными адкарами, зикрами, желательными дуа, которые также у нас приходят внутри намаза. Таким образом, они этот намаз еще и дополняют этими действиями. Значит, внешние действия относятся к выстаиванию намаза, и также к выполнению намаза относится, конечно же, это внутреннее состояние человека, когда он совершает намаз. У нас есть такое слово хушуа, в переводе можно сказать смиренность. И это является, наверное, как ученые говорят, основой намаза. Это является сердцем намаза. Ведь внешне намаз, он не сложен. Мы знаем намаз, молитва. Если сравнить с другими обрядами поклонения, он совсем не сложен. Сколько он может занять? Может, 10 минут, да? Вот Аиша намаз мы сколько читали? 10 минут, наверное. Все эти действия, которые мы совершаем, руку, саджда, они не несут какой-то тяжелой физической нагрузки для тела. В сравнении с тем же хаджем, например. Кто был в хадже, он знает. Ты проходишь десятки километров пути, да, в жаркую погоду. И другие сложные действия выполняешь. Или пост, он тоже сложнее физически, чем намаз. Однако, несмотря на все это, на то, что намаз, он внешне очень прост и легок для выполнения по сравнению с другими поклонениями, он является самым важным среди всех этих поклонений. Он идет первее хаджа, он идет первее поста. Так в чем же важность этого намаза? Не в его внешнем проявлении, а именно в том, как человек, каково его внутреннее состояние, когда он совершает намаз. Вся сложность намаза именно отдастся ему, отдастся своими мыслями, не думать ни о чем другом во время намаза. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля нам говорит в суре Аль-Му'минун: «Кад афляха аль-му'минун, алладзина хум фи салатихим хаши'ун». И преуспели те верующие, которые в своих молитвах они смиренны. Заметьте, отдельно Аллах Субхану ва Тааля подчеркнул смиренность. И ученые сказали, что человек получает награду из своего намаза столько, сколько он был смиренен. То есть человек получает за ту часть своего намаза награду, в какой он был в смирении. Да, как они сказали, «Лейса лиль-абди мин салатих илля ма акаля минха ау хадараху бикальбихи». Ничто не получает человек за свою молитву, кроме как за ту часть, какую он осознавал, понимал, и сердце его присутствовало в этой части намаза. То есть человек, может, 10 минут выставил намаз, да, и в какой-то части, буквально на 5 секунд, у него было осознание, понимание, смиренность, понимание, что он предстоит перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Вот за эту часть у него будет награда. Понимаете, насколько важен этот вопрос смиренности. И это как раз-таки то, что отличает награду людей. Например, у нас было здесь 3 ряда. Сколько человек? Около 100-120 человек было на намазе. Все выполняли одни и те же действия. Рукух, саджда. Намаз у всех одинаковое время занял. Однако здесь молящихся никто не равен по своей награде. У кого-то награда, она велика. А для кого-то намаз стал лишь выполнением каких-то упражнений, зарядкой физической, потому что сердцем он не был в намазе. Этот важен вопрос, несомненно. По касательно хушуа, смиренности, ученые очень много говорили, очень много советов давали, как же все-таки обрести смиренность в намазе. Это другой вопрос. Однако один из интересных советов, на который наткнулся, когда готовился к сегодняшней лекции, очень много советов. Многие, наверное, различные способы используют, но здесь тоже интересное было высказывание.
достаточно понять, что Аллах Субханаху ва Тааля выше всего того, о чем ты можешь думать в намазе. То есть ты стоишь на намазе перед тем, который величественнее, выше и важнее всего того, о чем ты можешь думать в намазе. И когда человек осознает это, он, несомненно, постыдится думать о чем-то другом в намазе, кроме как о величии Аллаха Субханаху ва Тааля. Тоже очень интересный совет для того, чтобы обрести смиренность в намазе. Ведь мы же говорим, когда в намаз заходим, что мы говорим? Аллаху Акбар. Это и есть Аллах велик, Он величественнее всего. То есть мы все отбросили, направились в сторону киблы, и в сторону киблы, то есть в сторону Аллаха Субханаху ва Тааля, то есть ради Аллаха Субханаху ва Тааля мы встали на намаз, но мы не только телом, но и наше сердце должно быть направлено к Аллаху Субханаху ва Тааля. И тогда, несомненно, намаз, он будет тем намазом, который приносит человеку пользу. Инна ссалята танха аниль фахшаи валь мункар. И тем намазом, который удерживает человека от нечестия и порицаемого. И к этому, конечно же, надо стремиться. Юкимуна ссаля, первое качество. Второе, ю'туна зака, они выплачивают закат. Здесь имеется в виду обязательная садака. Что такое обязательная садака? Это определенная доля имущества, взимаемая с богатого человека, с определенного имущества, с определенного вида имущества, который выплачивается определенной категории людей. Здесь мы вопрос заката подробно разбирать не будем. Это вопрос фикха. На уроках по фикху все эти вопросы разбираются. У кого есть вопросы, можно будет потом еще, иншаллах, отдельно поговорить. Однако, здесь Аллах Субханаху ва Тааля привел это в качестве, характеризуя тех, кто является благочестивым мухсинин. Они выплачивают закат. То есть они отдают свое имущество, которое ценно им, которое они заработали своим потом, потратив на это время. И это, несомненно, имущество, оно любимое им для сердца. Потому что самое любимое, ценное имущество для человека – это то имущество, которое он сам заработал. И он должен вырвать, получается, это любимое имущество и отдать человеку, которого он вообще абсолютно не знает, может быть, даже. Тому человеку, который даже может ему неприязен внешне или своими качествами, и при этом ничего взамен даже не потребовать, а лишь ради довольства Аллаха Субханаху ва Тааля это сделать. И воистину садака, милостыня, это великое поклонение. Оно является признаком того, что человек сильнее любит Аллаха, нежели вот эти мирские блага. Отсюда и взято слово садака, правдивость, сидк, правдивость. То есть, когда человек дает садака, он тем самым показывает, что вера его правдива. И он любит Аллаха Субханаху ва Тааля сильнее, чем все это мирское имущество и богатство. Слово закат же, стоит упомянуть также интересный момент, что слово закат с арабского языка, оно имеет два значения. Первое – это рост, и второе – это очищение. И это удивительно, что человек, когда дает закат, у него имущество должно же убавиться. Но в этом чудо, что закат, когда человек дает, что человек, когда дает садака, его имущество лишь растет. Садака, она не уменьшает имущество. Аллах Субханаху ва Тааля возмещает еще и увеличивая, и дает баракат в том, что у человека есть. Однако, если человек не выплачивает, будучи обязанным давать садака, то его имущество, несомненно, оно не будет в нем блага, оно его погубит. И Аллах Субханаху ва Тааля может это имущество и забрать у него. Второй смысл, мы сказали, это очищение. Очищение чего? Сердце человека как раз от любви к мирскому. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Худ мин амвалихим садакатан тутаххирухум ва тузаккихим биха». Бери же из их имущества то садака, которое очистит их. Возьми из их имущества садака, который их очистит. Очистит от любви к мирскому, от стремления к мирскому. И третье качество. Аллах Субханаху ва Тааля говорит:
وهم بالآخرة هم يوقنون. Они убеждены в следующей жизни, в ахирате. Убежденность, якин, это обязательное условие веры. Ведь Аллах Субхану ва Тааля говорит в другом аяте: «Иннамаль му'минуна аллазина аману биллахи ва расулихи, thumма лам яртабу». Воистину верующие — это те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника и затем не испытывали никаких сомнений. Верующие те, которые уверовали в Аллаха и посланника и не испытывали никаких сомнений. Якин, убежденность, никаких сомнений. У человека верующего у него не может быть никаких двояких мыслей. Аллах Субхану ва Тааля есть, он верит искренне. Ангелы есть, он убежден в их существовании. Не может быть такого, что а может есть, а может нет. Это недопустимо. Предопределение есть, он убежден, искренен и верит в это. И убежденность не может сочетаться с сомнениями. Если человек сомневается и говорит, может есть, может нет, никто же не видел, никто оттуда не возвращался и так далее, но в то же время он говорит, я верующий, может даже выстаивать намаз, выплачивать закат, но если в сердце у него есть сомнения, он не убежден, то он уже не является верующим, искренне верующим. И если у кого-то возникают какие-то сомнения, единственное исцеление от этого, конечно же, это получение религиозного знания. Сомнения возникают у человека, у которого нет образования, у которого нет знания, который не изучал религию. А чем он больше будет изучать, тем сердце его будет спокойнее и не будет там места для сомнений, иншаллах. Они убеждены в последней жизни, ахират. Этот термин ахират мы часто слышим. И когда говорится ахират, вера в йомуль ахир, вера в судный день, вера в последний день, это один из 6 столпов имана, веры. Ведь когда ангел Джибриль пришел в облике человека к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе, который передал Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху, и задал вопрос: «Ахбирни адиль иман, сообщи же мне об имане». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «Аль-иман أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره». Иман, вера — это верить в Аллаха, в ангелов, в Писание, в пророков, в судный день, йомуль ахир, в последний день, и предопределение благого и дурного. Это и есть 6 столпов веры. И каждый верующий человек искренне, без каких-либо сомнений, убежденным должен быть в этих вопросах. Здесь же затрагивается именно йомуль ахир. Именно из этих 6 столпов затронут именно йомуль ахир, последний день. Тут множество причин. Это также указание на важность этого столпа. И причина также в том, что многие люди, они не верят в это, не верят в воскрешение после смерти. Однако это есть истина, и воскрешение, оно буквальное, не метафорическое, не какое-то, не заложен здесь какой-то другой смысл. Нет, буквально будет воскрешение тел людей после смерти. Как Аллах Субхану ва Тааля нам сообщил, что Он вернет нас в тот же облик, в котором мы были сотворены в первый раз. Йомуль ахир, вера в йомуль ахир, вера в последний день подразумевает собой вера во все то, что сообщил нам пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, о событиях, связанных после смерти. Вера в судный день — это вера не только в то, что будет этот судный день, а это вера во все то, о чем сообщил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, все события, которые будут происходить с человеком после смерти, начиная с вопроса в могиле, наказания в могиле, воскрешения, взвешивание дел, мизан, озеро пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сират, мост и другие события, о которых сообщено, человек во все это должен быть убежденно верующим. Также, это если сказать в общем, но аль-ахир, последний день ахират, он у нас также используется для обозначения одного из этапов человеческой жизни. Если говорить об этапах человеческой жизни, мы можем выделить 3 этапа.
это у нас хаяту дунья, мирская жизнь, близкая жизнь. Дунья означает близкая жизнь. Хаятуль барзах – жизнь в барзахе. Что такое барзах? Барзах – это период жизни от смерти человека до его воскрешения. Вот этот период называется барзах. Слово барзах с арабского переводится как преграда. Как Аллах в Коране говорит, «Вамим вараихим барзахун иля яуми юба'аthун». И за ними есть барзах, преграда, вплоть до самого дня воскрешения. За ними за кем? За теми, кто уже умер. За ними преграда, то есть они вернуться к этой жизни не способны, и им есть преграда, барзах. И уже после барзаха у нас, после воскрешения, наступает йомуль ахир, последний день, после которого уже не будет других этапов. Вечный ахират. Мирская жизнь, жизнь барзах и ахират. Мирская жизнь самая короткая, 60-70 лет в среднем. Барзах, он у каждого по-разному. Человек, который 1000 лет назад умер, у него уже жизнь в барзахе идет. Человек, который умер вчера, у него жизнь в барзахе лишь составляет короткий промежуток. И ахират – это вечность. И из этих всех 3 этапов наиболее важен, конечно же, самый короткий из них. Это мирская жизнь, хаятуд дунья. Ведь только в этой жизни хаятуд дунья человек способен на что-то повлиять. Он может совершить какие-то поступки, которые будут способствовать его лучшей жизни в следующем, в ахирате. Однако, когда человек покинет этот мир, когда сердце перестанет биться, душа уже выйдет, то невозможно вернуться для того, чтобы изменить. Однако человек, конечно же, будет желать этого, хотеть этого. Скажет, верните меня, ла'алли а'малу салихан фима таракт. Я буду совершать те действия благие, которые я оставил, те благие дела, поклонения, в которых я был обеспечен. Я бы выплачивал больше милостыни, совершал больше благих дел, однако возврата не будет. Аллах сказал, «Вами вараихим барзах», за ними преграда, ее нельзя преодолеть. И это всегда нужно помнить, что этот мир, он самый короткий, но он самый важный, потому что в этом мире лишь человек может совершить те поступки, которые повлияют на его будущую жизнь в барзах и ахирате. И далее Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Улаика аля худам мин раббихим, ва улаика хумуль муфлихун». Они находятся на прямом пути от их Господа. Вот это и есть люди, которые находятся на прямом пути от их Господа. У нас человек всегда ищет в жизни какой-то путь, какое-то руководство для лучшей жизни, для счастливой жизни. И Аллах Субхану ва Тааля нам сообщает, что же является действительно верным путем, прямым путем. Вот он. Читай намаз, выплачивай закат, будь убежденным в следующей жизни в ахирате. Живи по повелениям Аллаха Субхану ва Тааля, оставляй его запреты. Это и есть прямой путь. И люди, которые идут по этому, они являются праведными, богобоязненными рабами Аллаха Субхану ва Тааля. «Ва улаика хумуль муфлихун», говорит Аллах. И они и есть преуспевшие. Здесь приходит слово «хум», «уляика хум аль-муфлихун». Они и есть. То есть Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что только они и есть преуспевшие. Только люди, которые руководствуются повелениями Аллаха Субханаху ва Тааля, следуют его пути, только они будут преуспевшими. Значит, другого пути для успеха нет. Путь лишь один. И говоря об успехе, муфлихун, успех – это когда человек достигает желаемого, либо же спасается от нежелаемого. Это и есть успех. Если человек достигнет желаемого, это райские сады и вечное блаженство в следующей жизни, и спасется от того, чего он избегает, а это наказание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, то он и есть муфлих, тот, кто преуспел. На этом, я думаю, иншаллах, на сегодня мы завершим. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله